31 тысячу человек превысило число заболевших коронавирусом в Башкортостане. Об этом говорили на совещании в правительстве, которое провел глава республики Ради Хабиров. Он подчеркнул, что расслабляться еще рано. Поговорим об этом и не только прямо сейчас в программе интервью. Сегодня с нами Зуфар Муртазин, заслуженный врач России, Республики Башкортостан, начальник лечебного отдела, доцент Башкирского государственного медицинского университета. Зуфар Эдкарович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли. Давайте сначала поговорим в целом о том, что же произошло с миром, вот как вы воспринимаете коронавирус. Вам есть чем сравнить, все-таки полвека вы посвятили службе в медицине. Действительно, небывалой столкнулись весь мир, не только мы, этим коронавирусом. Вопрос возникает, были мы к этому готовы или, наоборот, не готовы. Конечно, ни одна страна не была к этому готова. Это действительно совершенно новая ситуация. Но еще раз это показало, что вот наша медицина должна жить в режиме, так скажем, мобилизационной. Это мы полувоенная система, потребовалась мобилизация силы и ресурсов. Что касается сегодня разговора о том, что первая волна, вторая волна, третья волна, для меня это еще много, действительно, первая волна еще не прошла. Второй будет, не будет, это вопрос дискутабельный, так назовем. Что же обнадеживает или что-то, в каком пути мы идем? Действительно, это другая ситуация. Мы прошли за мою работу и Улутыляк прошли, и холеру, и чуму, и трахому, все это было. Но это совершенно другой мир, и СПИД мы уже как бы это освоили, что есть такое, потому что пути передачи СПИДа и коронавируса это совершенно разные вещи. Еще что хотел сказать, что несмотря на все, так сказать, проблемы, система наша выстояла, можно сказать, и что же нам дальше делать? Почему? Что обнадеживает? Что, наверное, в России наша вот промышленность, одной из сохранившихся отраслей народного хозяйства, это кроме атомной бомбы, кроме атомной энергетики, у нас действительно вакцина профилактики была поставлена на уровне, и мы, хочется верить, что Союза еще, которые остатки сохранили. Живым примером это является то, что годы еще, послевоенные годы, когда была огромная эпидемия полиомиелита, наша страна создала эту вакцину полиомиелита, и весь мир спас от миллионов смертей, от инвалидности. Даже в то время японцы покупали от полиомиелита. Я уже не говорю о оспе. Наше поколение старше меня у всех носит насечки 3 штуки, которые, а сейчас уже этого нет. Поэтому дела не совсем безнадежны, но в этом отношении вот то, что сегодня, кроме мер личной профилактики, то, что мы пытаемся выйти на 60% вакцинации, это, конечно, реально. И я верю, что вот наши ученые, которые придумали сейчас 3 вида вакцины, они будут эффективны, и когда мы, может быть, в этом году, как говорится, к концу года, наверное, можем получить коллективный иммунитет, и когда-то это кошмарный сон останется, потому что ситуация на самом деле очень тяжелая. Это не только мои данные, что Россия сверхсмертность составила по сравнению с 2019 годом, в 2020 году на 350 тысяч человек людей умерло больше. Из них 10 тысяч наша республика, которая тоже дала рост на 23% смертность, и трудоспособное население где-то 18%. Поэтому стали жить меньше мы на 2 года почти. Поэтому ситуация очень серьезная. Не только здоровье, это экономика, это все связано. Поэтому то, что государство принимает активные меры по тому, что преодолевать этот экономический кризис, это, наверное, вызов времени, и в то же время безысходности не должно быть. Зуфар Эдкарович, давайте поподробнее поговорим о вакцинации населения. Да, вот в основном сейчас используется вакцина «Спутник Ви». Вы также ее использовали на себе. Расскажите о ваших ощущениях. Действительно, это дело абсолютно добровольное. К этому нужно самому созреть, потому что бесконечно вот 65 плюс сидеть дома, когда есть реальные вакцины, как я уже говорил, что я верю, что у нас не самая, так назовем, неэффективная вакцина, одна из первых, поэтому есть опыт, и я вот где-то месяца 1,5 назад сделал первые, и вот где-то недели 3, через 21 день вторую порцию вакцины, и нормально себя чувствую, и жена сделала, и дети, правда, молодежь немножко хуже переносит, а старший возраст переносит это совершенно безболезненно. А вот что вы можете сказать тем, кто сомневается, делать или нет? В основном вот поколение 65+. Ой, как сказать можно, потому что когда за это время я уже 7 раз цветочную съездил, это уже немножко другие мысли приходят. И когда ты видишь своих, теряешь вчерашних друзей,
это внутреннее приходит осмысление, и, наверное, это не тот случай, когда хочу, не хочу. Есть такое понятие «надо», потому что других на сегодняшний день, таких эффективных или, например, абсолютно дома сидеть, даже это невозможно, самоизоляция полностью. Поэтому расслабляться, как правильно Ради Фарович говорит, еще рано. Вот, кстати, да, хотела вас спросить, как вы понимаете его эти слова, расслабляться еще рано? Абсолютно, потому что когда Европа плохает, забастовки, сколько этих интернет против этих вакцинаций долой, то есть разные точки зрения. Это, раньше такого интернета не было, меньше, видимо, было, а в то же время наиболее дисциплинированные страны, так назовем, тоже взять Израиль, половина населения уже привита. Ведь не самый глупый народ, назовем так. Или, например, тоже Китай, многие страны Южной Азии, которые там они тоже идет активная вакцинация. То есть это мировая проблема, и сегодня попытаться найти республика особый какой-то путь и расслабиться, и это совершенно недопустимо. Ну, что касается цифр, то вот у нас республика уже получила более 130 тысяч доз вакцины, порядка 118 тысяч, если не ошибаюсь, уже привились вот этим препаратом, да, ну а вот к 2 миллионам мы должны прийти в течение какого-то времени. Действительно, это такой вопрос уже, если не глобальной страны, насколько наши мощности позволяют производить эту вакцину. Потому что у нас, я вспоминаю, когда-то у нас Уфимский институт вакцин Сывороток был, который сейчас иммунопрепарат. По информации, в 10 площадках производится эта вакцина на сегодняшний день. И вот его мощности уже от этого зависит, насколько мы можем быстро. Тут, конечно, нужно планомерно, с одной стороны, правильно организовать, не создать столпотворение, где в точках прививок, с второй стороны, было достаточно, чтобы был вакцин, должно это синхронно работать, производство и вакцинация на местах. Например, чтобы не было где пусто, где густо. У нас ведь иногда есть желание, там отправляем где-то глубинку, там лежит, а здесь в Уфе не хватает таких ситуаций, чтобы плановая работа, серьезная работа предстоит, потому что 2 миллиона это очень большая сумма. Жителей республики, хотя в мировой практике за 2 недели, например, в Югославии привили 3 миллиона населения за 2 недели, когда пошла эта оспа, последняя вспышка была. И поэтому такой мировой опыт есть, его надо использовать. Само по себе вполне это реально, 60% дойти до того, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Зуфар Эдкарович, насколько эффективно считаете вы такой инструмент, когда вот люди могут прийти в мобильный пункт прививочный и сделать себе вакцину от коронавируса? Допустим, в Башкирском государственном театре оперы и балета действует в Уфе, да, такой. Кроме того, вот Стерлитамаке планируют открыть в торговых центрах, и в Уфе тоже в нескольких торговых центрах. Это реально. Главное, чтобы не допустить, правильно организовать, чтобы не было... Это как пробный шар на сегодняшний день. Ведь театр оперы и балета это одна точка, где все рванули из соседних регионов, этого тоже не должно быть. Это такие точки должны быть в каждом городе, в каждом большом местах. Это, и в то же время надо понимать, что это медицина тоже есть свои пределы, потому что на каждого почти врача, каждая прививка, это нужно анкету заполнять, осмотреть терапевт, измерить пульсоксиметрию, там, собрать анамнез. То есть уходит это почти до час времени на каждую разводить и собрать, тем более в одном флаконе на 5 человек рассчитана доза. То есть нужно 5 человек партиями. Поэтому тут должны население понимать, что это некоторые вопросы к медицинским работникам необоснованных претензий не было. Потому что когда это стоит очередь, начинает меняться, там еще на ровном месте у всех неустойчивая, так сказать, психика. Тем более это целый год народ действительно устал. И здесь, конечно, тоже надо понимать, что весна, обострение, разные люди могут быть, и поэтому тут нужно относиться к понятиям, потому что не только телесному здоровью коронавирус нанес, и психическому здоровью тоже многие неустойчивые люди с психикой, они, конечно, и могут иметь обострение. А что касается лечения, конечно, на ходу марши собрали весь опыт, который накоплен годами. Рекомендации Минздрава в течение года изменились несколько раз. Накопленный опыт, протоколы лечения сегодня таким препаратом, завтра таким, наиболее эффективный, который набранный опыт, она позволила там и ИВЛ, и все остальное, которое нужно, какие анализы. Поэтому тут нужно понимать, что то лечение, которое было в начале эпидемии, назовем пандемия, и то, что сейчас лечение, это две разные вещи. Поэтому больше и больше у нас
амбулаторное лечение, которое лечится дома под наблюдением. Но в то же время, вот последней информации, если при отяжелении состояния не надо допускать до крайности, там, потому что у нас в стационарах не так много, почти 90% там лечится амбулаторно. Вот эту грань нужно улавливать, чтобы моментального ухудшения не было и не было потерь наших, человеческих потерь. На переднем крае во время пандемии были, естественно, врачи. Мы вот в вашем лице благодарим медицинское сообщество за ту неоценимую помощь и вклад в борьбу с пандемией. А вот какую картину видели вы? Как коллеги работали? Что вас поразило за этот год? Это действительно такое стрессовое состояние, особенно когда медработники закрыты сами на карантин, только в больнице, в масках. В частности, наша клиника вынуждена была дважды перепрофилироваться под корону, наша клиника. И неоднократные выезды наши в соседние регионы, даже Абхазию, много было выездов. И даже на сегодняшний день у нас попросили помощи Курган. У нас где-то 20 врачей уехало туда, 20 медработников с сестрами, потому что там тоже врачи устали уже, называется, истощение, как запредельные, попросили помощи. Они где-то, по обстановке 2 недели, может быть, месяц, то там проработают в Курганской области. И такая помощь, она будет продолжаться. И, конечно, самые такое потери, это, которые вот она не может сегодня коллега, наши потери тоже от университета профессорского преподавательского состава. Вчера я встречался Шамил Махмудович, наш ведущий нейрохирург, они где-то нейрохирурги собрались, с его слов где-то обсуждали в кулуарах, что они за это время потеряли 18 нейрохирургов по России. Поэтому то, что это произошло, конечно, большая такая потеря, которая говорит еще раз о том, что мы должны быть так, здравоохранение иметь в виду, денег не жалеть, иначе это маски, все остальное, и вовремя, опять повторяюсь, перейти на мобилизационный характер здравоохранения. Это о чем говорит? У нас ведь сейчас действительно на крайне 100 специальностей больше. Отоларинголог, гинеколог, проктолог, то другое. Начинается там у них у всех лицензий, если других больных как будто он не имеет права. Поэтому я думаю, вот как одно из предложений, чтобы как военно-учетная специальность есть, что каждый врач имел другую специальность. Сегодня он реаниматолог, завтра он там нейрохирург или что-то, как земский врач или что-то. Поэтому сегодня одно из таких минусов нашего здравоохранения – это разделение по левому, по правому уху. Вот. То, что на Западе, например, у них нет врача-узиста. Каждый акушер-гинеколог берет аппарат УЗИ и смотрит. Или кто-то еще. Вот. Поэтому тоже нам с учетом этой ситуации извлечь уроки и перестраивать свою работу. Спасибо большое, Зуфар Эдкарович. Я напомню, что гостем программы «Интервью» сегодня в эфире Башкирского спутникового телевидения был заслуженный врач России и Республики Башкортостан, начальник лечебного отдела, доцент Башкирского государственного медицинского университета Зуфар Муртазин. И мы говорили о вакцинации от коронавируса и борьбе с коронавирусом.